В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. Сегодня актуальна остается тема развития арктической зоны республики. Это приоритетная геостратегическая территория России. Арктическая зона отличается экстремальными природно-климатическими условиями, низкой плотностью населения, высокой ресурсоемкостью, зависимостью жизнедеятельности от северного завоза. Актуальным остается и вопрос получения образования. О среднем профессиональном образовании в условиях Арктики мы сегодня поговорим. Гости у нас в студии Мира Лебедева, директора Центра подготовки кадров «Арктика». Мира Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. В Якутии, несмотря на суровые климатические условия, среднее профессиональное образование успешно у нас развивается. Расскажите о вашем уникальном, в своем роде учебном заведении и о Центре подготовки рабочих кадров в целом. Да, действительно, условия, в которых функционирует наше учреждение, они действительно суровые. Это и климатические условия, и транспортная доступность, это и отсутствие интернета практически полное. Тем не менее, мы активно участвуем, тем не менее, мы в конкурсах, наверное, да, активно участвуем в конкурсах, проектах и так далее. Вообще наше учреждение было создано в 2020 году путем слияния 3 учреждений. Это Тиксинский, Жиганский и Верхоянский многопрофильные лицеи. И на сегодняшний день мы имеем головное учреждение в поселке Тикси, 2 структурных подразделения в Батагае, в Жиганске. Также у нас есть отделение в Анабаре, в Оленьке. И есть офис в городе Якутске, и также во всех практически 13 арктических районах у нас имеются точки присутствия. А как реализуются федеральные и региональные программы в вашем образовательном учреждении? Мы являемся активными участниками, активно участвуем в таких федеральных проектах, как «Содействие занятости». Это проект, направленный на бесплатное получение обучения граждан, отдельных категорий граждан, для того, чтобы они оставались востребованными на рынке труда. Также это федеральный проект «Билет в будущее», который на сегодняшний день входит по программу профминимума, является обязательным для всех школьников 6 по 11 классы, в рамках которого школьники проходят на платформе профориентационные тесты, посещают экскурсии на предприятия, также могут пройти профессиональные пробы, примерить, попробовать профессию. И вот мы такими профорганизациями, таких профпроп занимаемся. Также мы участвуем в региональных проектах. Например, проект «Свои» — это обучение школьников старших классов, получение первой профессии для детей из семей участников специальной военной операции. Это проект также «Моя первая профессия», в рамках которого школьники 10-11 классов, обучаясь в школе, также получают профессию. Данный проект входит в стратегические указы нашего главы. И вот недавно нашу республику посещал министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов, и он отметил этот проект и сказал, что данный проект нужно тиражировать по всей стране. У нас есть еще ряд своих проектов. Например, мы позиционируем себя как такой некий мостик между профессиональным образовательным организациями всей республики и арктической зоной, и проводим профориентацию не только как с посылом «поступайте к нам», но и вообще по имеющихся ресурсов, вообще какие есть колледжи и техникумы на территории республики, и как туда поступить. Также мы, собственный проект тоже с первыми профессиями он связан. Это когда школьники, мы по сетевой форме взаимодействуем со школами, и школа передает свои часы внеурочной деятельности для того, чтобы дети могли освоить профессию, обучаясь по нашим образовательным программам. Желающих, наверное, много, да? Да, желающих много. Вообще в 2023 году у вас на базе учреждения были созданы 6 мастерских. Расскажите, как они вообще функционируют и чем помогают студентам? Да, действительно так. В рамках единой президентской субсидии
по линии Министерства Дальнего Востока и Арктики. В 2023 году мы получили финансирование на оснащение 6 мастерских, по 2 мастерские в каждом из наших точек присутствия. Ну, например, в Тиксе это мастерская по ремонту авто, это оператор беспилотных авиационных систем, в Батагае это управление бульдозером и сетевое системное администрирование, в Жиганске технологии моды и фотограф. Мы считаем, что нам очень повезло, данные мастерские мы получили впервые, и сейчас на территории Арктики ребята имеют возможность практически обучаться на современном оборудовании. Кроме того, на данных мастерских мы реализуем как раз эти наши проекты, как федеральные, так и региональные. И в этом году мы планируем открытие учебно-производственных комплексов. Это когда наши студенты на базе мастерских могут реализовывать услуги для населения. Ну, например, если это мастерская по ремонту авто, то она может работать как автосервис. Или, например, мастерская по технологии моды, как ателье. А зарабатывать смогут? Да, они смогут заработать. То есть, обучаясь, получая практические навыки, также они смогут еще и заработать. То есть, как это работает? Они с работодателями как-то Нет, на базе нашей мастерской мы просто открываем учебно-производственный комплекс своим собственным решением, своим собственным приказом. И принимаем людей, наших студентов на производственную практику, оформляем их, и полностью они могут... А есть пример какой-нибудь? Знаете пример какой-нибудь? Да, у нас уже в республике несколько учреждений ведущих, которые давно этим занимаются. Например, Якутский технологический техникум сервиса, транспортный техникум. Уже с 2023 года в России можно открывать учебные производственные комплексы. И многие колледжи уже данной возможностью воспользовались, успешно реализуют. В этом году на вашей базе открывается еще 3 мастерские. Расскажите об этом. Да, действительно, сейчас мы занимаемся закупочными процедурами для оснащения еще 3 мастерских. Это 2 мастерские в Тиксе, 1 в Жиганске. В Тиксе это сити-фермерство и поварское дело, а в Жиганске это сварочное производство. Но я считаю, что это очень перспективное направление, особенно сити-фермерство. Если взять, к примеру, Тикси, наверное, слышали о том, как дорого стоят овощи, фрукты. Как тяжело туда добираться. Да. Поэтому наши ребята, обучаясь на базе мастерской, если это например, откроют УПК, то смогут реализовывать, например, микрозелень для населения. И после выпуска они бы могли тоже стать предпринимателями, развиваться в данной сфере и радовать арктических жителей витаминами, свежей зеленью. Я надеюсь, как можно больше предпринимателей у нас в Тиксе станет, действительно. Да. Центр реализует сетевые программы взаимодействия. В чем вообще суть такой программы? Сетевая форма реализации образовательных программ — это когда несколько организаций объединяют свои ресурсы для того, чтобы реализовать какую-либо образовательную программу. Вообще, на сегодняшний день на территории республики, на территории арктической зоны нашей республики функционирует всего 2 учреждения. Это Центр подготовки рабочих кадров «Арктика», это мы, и Арктический колледж народов Севера в поселке Черский Нижнеколымского района. Но, несмотря на это, мы считаем, что в каждом из 13 наших арктических районов имеются ресурсы профессионального образования. И самым таким ключиком к этому это как раз таки сетевая форма реализации образовательных программ. Например, с этого учебного года мы реализуем 2 сетевые программы. Это в Оленёкском и в Инобарском районах. Оператор информационных систем и ресурсов. У нас обучаются ребята, получают диплом СПО, 16 человек в Анабаре и 12 человек в Оленьке. Совместно со школой, с администрацией района, с IT-центром это стало возможным. Ребята обучаются, не выезжая из своего поселка, да, они получают там профессию и могут быть уже задействованы в секторе реальной экономики района. Это очень удобно и полезно для тех, например, кто по тем или иным причинам не смог выехать на учебу, не получил образование. И сейчас уже является взрослым, у него семья, могут быть дети, и выехать на обучение ему очень сложно. И благодаря таким программам это стало возможным. Но помимо нас есть опыт и медицинских колледжев очень хороший, Якутский медицинский колледж, Нерюнгринский медицинский колледж. Сейчас уже открыто отделение
в Булонском районе, в Жиганском, в Верхоянском районе. Затем подключились педагогические колледжи. Также группа в Анабаре есть, в Булонском районе. Планируется группа в Верхоянском районе. Ну и у нас есть планы еще. Так как все вот данная сетевая форма входит в стратегический указ главы, мы сейчас также планируем на новый учебный год открывать свою собственную группу в Момском районе. И Арктический колледж народов Севера также в МОМе откроет свою группу. Мы по операторов информационных систем и ресурсов, и Арктический колледж народов Севера, они будут обучать оленеводов. Ну, Мира Андреевна, расскажите, вот помимо вот основных программ среднего профессионального образования, ваш центр еще обучает слушателей по дополнительным профессиональным программам. А вот что это за программы? Да, действительно, можно также, ну, мы сами тоже реализуем программы дополнительного профессионального образования и профобучения. Это короткие программы, это курсы, когда, ну, корочка называют, да? Ну, у нас самые успешные, самые востребованные в Верхоянском районе это водители категории Б, в Жиганске это буронисты, например. Мы можем разработать индивидуально под заказ работодателя или под заказ какого-то определенного района. У нас есть успешные кейсы, ну, не только платные курсы для населения, также вот в рамках наших проектов, как, например, содействие занятости или по линии Государственного комитета занятости населения, там, по соцконтрактам и так далее, обучение безработных граждан, это может быть. Мы можем выехать в район, уже такие у нас успешные кейсы были, когда мы выезжали Верхнеколымский район, обучали помощников воспитателя, выезжали в Алайховский район, обучали парикмахеров. В принципе, мы открыты к тому, чтобы очень быстро разрабатывать программу и приступать к реализации. Для этого у нас есть все ресурсы. Ну, и ознакомиться, я так понимаю, с профессией. Можно на нашем сайте. Хорошо. Сейчас скоро начинается приемная кампания, лето. По каким направлениям вообще планируется осуществить набор в этом году? И как вообще будете привлекать абитуриентов? Ну, в этом году у нас контрольные цифры приема составили 84 человека, это 7 групп. Наши группы малокомплектные, по 12 человек. В ТИКСе мы набираем электромонтеров и операторов информационных систем и ресурсов. В Жиганске это мастера ЖКХ и мастеров швейной промышленности. И в Верхоянском районе это электромонтеры и мастера по ремонту авто. И наша новая группа в Момском районе это операторы информационных систем и ресурсов. Мы стартуем так же, как и все, вместе со всей страной 20 июня. Подать заявление можно будет через портал госуслуги. Помимо этого будет работать наша приемная комиссия на местах. Я хочу отметить здесь, что, подходя к нам, абитуриенты могут подать, ну, мы можем оказать содействие в подаче заявления не только на нашу базу, но и, в принципе, в любое учреждение нашей республики, потому что у нас в основном на северах нет интернета, и, возможно, ребятам будет сложно это сделать, они смогут подойти к нам и через нас подать заявление. Спасибо. Надеюсь, как можно больше студентов в этом году придет. Спасибо большое. Мира Андреевна, спасибо, что пришли. Благодарю. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.